Но заголовок там был «Ассамблее быть». Очень серьезный государственный институт. Они местному населению говорили: враги народа. В этой брошенной протянутой руке была рука помощи. Первое, что отец меня всегда хвалил: вот молодец, ты хорошо написал. У него просто уникальная память, его багаж знаний дают нам ощущение того, что мы идем в ногу со временем. Кунаев же нашу газету как отметил. Первой среди национальных газет он назвал газету «Ленин Кисит». И первое, что меня сорвало: «Айтым салем халамкас». Ну как хотели жить и казахи, и корейцы. Жить без раздоров, без ссор, чтобы ассамблея, когда не распадалась, окрепла год от года. Владимир Ефимович – это уникальная личность. Мы познакомились с ним более 20 лет назад в культурном центре корейцев города Астаны. Он является на сегодняшний день единственным журналистом, у которого срок работы в газете «Кори-Ильба» более 40 лет. Личность, конечно, уникальная, его трудоспособность, его профессиональный уровень, его багаж знаний дают нам ощущение того, что мы идем в ногу со временем. Владимир Ефимович сочиняет стихи, сочиняет тексты песен. У него просто уникальная память. И я хотел бы отметить, что благодаря ему, его труду на протяжении вот этих 40 лет он собирал по крупицам истории и биографии корейцев целинного края. Слава Всевышнему, мы выпустили книгу, в сборник которой вошли все эти личности, легендарные личности, знаменитые, которые достойно представляли наш этнос в современном Казахстане. У нас очень знаменательная дата в этом году – 100-летие празднования газеты «Кори-Ильба». Это газета для корейского этноса, проживающего в Казахстане. И Владимир Ефимович – это вот один из самых старейших ее работников, журналистов. И поэтому, конечно, в этом году мы будем его чествовать его, потому что благодаря его трудам, его публикациям газета состоялась, и сегодня она читаема, очень важна и пользуется спросом. Смех, хохот, в общем, он человек, юмор. Я вот по детству даже помню, он там что-нибудь придумает, что-нибудь на себя оденет, изобразит, и все просто со смеху падают. В доме он, конечно, опора. Для него, наверное, отдых – это чтение. Он постоянно в чтении. Во-первых, он всегда в курсе всех новостей международных и казахстанских, и все время ругается со мной. Почему я не знаю новости? Я говорю, ну, иной раз я просто не хочу негатив слышать, понимаете? Вот. Он всегда находил выход из положения. Допустим, если в самолете большая очередь, а у нас, например, перегруз, он всегда мог найти человека, которого он знал и помнил по имени, отчеству, ну, с деревни или еще откуда, или писал он на нем, или что-то. Он обязательно в очереди находил человека такого, который мог помочь нам, допустим. В общем, находчивый такой, знаете, вот. Постоянно освещает эти мероприятия в нашей газете «Кори-Ильба». То есть вот даже если взять, вот, допустим, каникулы в Бурабае, вот столичное этнокультурное объединение устроило выезд на природу. Вот. Вот. И это он написал статью, подписал со мной. Я говорю, ну все же знают ваш стиль, все равно это ваш стиль. Не стало корейских имен. Остались короткие наши фамилии. Лишь только еда сегодня горчит. И дед на вопросы о прошлом молчит. Российский Дальний Восток корейцы заселяли в начале 20 века. Но они были гонимые со стороны японских оккупантов. Более того, Корея была оккупирована
Почему я это доподлинно знаю? Потому что два моих родных дяди, братья отца, они отсидели по 6 лет в японской тюрьме, которая находилась в Сеуле. Но потом, значит, с Корейского полуострова они стали перебираться, в общем, на российский Дальний Восток. Со временем они адаптировались на этой земле. Исконно их ремеслом было земледелие. Но вот эта мирная жизнь однажды была нарушена. Это был трагический 1937 год. Их в одночасье, моментально, глухой, стылой осенью, в течение месяца, всех выселили на другую часть Советского Союза, это Среднюю Азию и в Казахстан. И это было полной неожиданностью для корейского народа, Владивостокского. Бывало, вспомнишь про былое, обида, горечь сердце захлестнет, затянет память вновь кровавой мглою. Но ты всмотрись, как ясен небосвод. Ты посмотри, отроги Алатау, как горы великаны ослепительно свежи, и на рассвете хмурые туманы отхлынут с растревоженной души. Здесь дорого мне все, степные зори, и золотые нивы, и луга, и песнь Караторгая на просторе. Но более всего мне дорога отзывчивость и доброта казахов, и понимание у людей беда. Мы помним все из дьявольского круга, но в изгнание нас бросили сюда. И всех нас приняло по-братски просто, печали, беды вместе с нами разделя. Казалось, вроде бы не броская, но щедрая воистину земля. Бывало, вспомнишь про былое, и вновь прильнешь к земле, к груди твоей. Не мачехой, а матерью ты стала для нас, не знавших родины своей. История нашей семьи, она очень интересна. Интересна тем, что мы не как все корейцы прибыли в Казахстан. Его отец оказывается, был связняком Рихарда Зорди. В 1954-1955 году его отец поехал в Москву и попросил разрешения на перевоз двоих своих братьев с семьями сюда, в Советский Союз. А сестра, одна, самая младшая, по-моему, она осталась там. И это была трагедия, потому что, когда там в Китае стали преследовать за связь с Советским Союзом, были нарушены отношения, и соседи донесли на ее мужа забили просто насмерть. Можно сказать, она бабушка мне, а ему тетя. Мы ее видели, и она сожалела о том, что братья уехали, а она осталась там. И вот такая трагическая судьба постигла ее мужа. В начале 90-х годов корейская газета, она называлась «Ленин Кичи», в переводе «Ленинское знамя». Стала выходить на русском языке. Это вообще был прорыв в языковой политике. Редакция, значит, тогда уже была в Алмате, а до этого она была в Кызылорде, когда Ленин Кичи. И вот там тогда запустили анкету, когда стала выходить на русском языке. Анкета адресовалась журналистам, сотрудникам. Кто ты, где родился, кто твои родители и так далее. Я в своей анкете, в общем, написал так. Я родился в одном маленьком провинциальном городишке, который в 80-е годы стал всесветно известным. В городе Уштобе в последние десятилетия был установлен памятник благодарности казахскому народу за то,
что они в 1937 году не отвернулись от этого гонимого народа, а повернулись всей душой и всем сердцем. В этой брошенной, протянутой руке вот, была рука помощи, понимаете, сочувствия. Но как хотели жить и казахи, и корейцы? Конечно, прежде всего, жить без раздоров, без ссор. Вот. Более того, казахское население вот, значит, проявило вот, удивительно, знаете, глубокие сострадательные чувства по отношению к гонимому народу. Хотя вот эти власти, мерзкие власти, определенная часть, знаете, они местному населению говорили, что это, в общем, враги народа, в общем, это японские одессы, потенциально, в общем, союзники и так далее. Поэтому надо их обходить, все прочее. После института работал. Там была стройка, я был там рядовым строителем. В то время я уже все время сотрудничал с районной газетой. Писал всякие заметочки, фитюльки. И я почему-то подумал, а что если попробовать себя в журналистике? Знаете? И вот я стал писать, в общем-то, о людях, знаете, о событиях, причем в масштабах только своего села или соседнего и так далее. В 1964 году поступил в Казахский госуниверситет имени Кирова в Алмате. Единственный университет в Казахской ССР. Алмата в те годы была таким цветущим городом. А эти сессии всегда были весной, летом. Знаете, даже юмор был. Может быть, он звучит несколько витиевато, так мягко говорят, но Алмата прекрасный город. Там зелено, пивно и бабно. Вот. Начал, в общем, свою трудовую стезю на ниве журналистики, так, с районной газеты. Причем началось у меня с самых азов. А потом я вернулся в Целиноград, и здесь у нас была районная газета Целиноградского района, так? Район так и назывался, Целиноградский. И я был принят литсотрудником, рядовым и литературным сотрудником. Я этой газете отдал 10 лет. Вот. И где-то на полпути, через одну советскую пятилетку, короче, стал вопрос заместителя редактора вот этой городской газеты. Меня вызывает, значит, первый секретарь райкома партии, я помню, вот, и говорит, слушай, ну, у нас есть такое желание, в общем, тебя поставить замредактора. И меня, короче говоря, в общем, без очереди приняли в партию. А тогда предпочтение вот, отдавали труженикам села. Мой отец и моя мама, они всю жизнь выписывали вот эту газету «Ленин Кичи». И, короче говоря, мне отец все время говорил, ты попробуй, напиши он про вон того корейца. Я написал, но тогда газета выходила только на корейском языке, но там переводчики, там штат был целый переводчиков. Они меня переводили. И у меня появился стимул. Почему? Потому что эта газета в те годы, в общем, платила очень хорошие гонорары. Это уже было второе, а первое, что отец меня всегда хвалил. Вот, молодец, ты хорошо написал, правильно все. И вот так я пописывал. И вот в 1980 году, вот я замредактора, раздается у меня звонок. Звонит редактор вот этой корейской газеты. Слушай, ты постоянно пишешь, мне твои материалы нравятся. Слушай, здесь же, на севере Казахстана, нет корреспондентского пункта. А такие корпункты были в Ташкенте, в Таджикистане, вот, в других местах. Почему на севере? Как ты смотришь на это?
Первое, что у меня вырвалось, да, на такое неожиданное предложение, я говорю, я же корейского языка не знаю. Вот. Он тут же моментально отвечает, если ты согласен, то твое незнание корейского, но хорошее знание русского тебе хватит на всю жизнь. Потому что я стал ездить по городам, областям. Павлодар, Караганда, значит, Кустанай, вот, Кокчетав, само собой, Целиноград. И везде, в общем, я вылавливал, образно говоря, в общем, корейские личности. Вот в 1984 году было торжественное заседание в Алмате, посвященное 30-летию Целины. С докладом, значит, выступил первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Ахмедович Кунаев, где он говорил о идеологической составляющей во время Целины. И вот в 1984 году, в марте ночью, у меня раздается звонок, звонит мне редактор, взволнованный такой. Владимир, спасибо тебе, я тебя... Я говорю, с чем, пожалуйста? Ты знаешь, Кунаев же нашу газету как отметил, вот, первое назвал среди. Вот. Что это рупор такой, что это такое ядро, которое сплачивает народы в дружбе и так далее. За эти 40 лет, ну, я поставил 3 рекорда. Вот. Первый рекорд – это то, что я на алтарь этой газеты положил свою судьбу. Мне в 2020 году было 78 лет. Никто до такого возраста в редакции не дорабатывал. И третий мой рекорд. За эти 40 лет я ушел, сложил полномочия на 10-м редакторе. 10 редакторов. Здесь вот написано 70 лет на земле Казахстана. Значит, инициатором издания вот этой книги был Мун Николай Васильевич. Он доктор медицинских наук, профессор. Так это он закинул идею. Давай, говорит, к 70-летию, в общем, издадим книгу. Такой книги еще не было. Я, правда, немножко так заупрямился. Я говорю, вы знаете, это же не легкий труд. Вот. Это же, знаете, сколько надо. Он говорит, я тебя прошу. Это, говорит, необходимо. Но здесь есть и простые ребята. Простые ребята в каком смысле? Тракторист кореец есть. Первое десятилетие третьего века, в общем, ознаменовалось тем, что, в общем, для корейского этноса на территории СНГ представлена, в общем-то, уникальная книга, которая родилась в Москве. Это вот эта книга. Она посвящена 65-летию Победы. Впервые вышел такой уникальный труд. Почему? Потому что само название говорит опять-таки об истории советских корейцев. Советских корейцев на фронт не брали, не призывали. Их отсылали в то время в так называемые трудовые армии. А эти трудармии, значит, начинались с тульских угольных шахт, в Заполярье, в Сибирь и так далее, на всякие самые тяжелые работы. И они рвались на фронт. Всю жизнь работаю со словарями. Это слово «ассамблея» на слуху. И вот на днях я взял и посмотрел впервые в жизни. Что значит ассамблея? Очень простой перевод с французского «собрание», «сообщество». Это французское слово «ассамблея». Где-то в 2011 году, ну это уже получается 10 с лишним лет назад, выходила газета «Республика». И была такая газета. Вот. И там работала замечательная журналистка Наталья Зеленя. Мы с ней дружили крепко. Ну и однажды она меня нарисовала в своей газете, да, но заголовок там был
ассамблее быть. Назначение ассамблеи гораздо глубже, правильно? Кстати, он сейчас уже поднят на еще одну государственную высоту, правильно? Решением сегодняшнего президента, что это, в общем, очень серьезный государственный институт межнационального общения, вот, консолидации, вот, и так далее. У меня отношение и пожелание, конечно, чтобы ассамблея, это собрание никогда не распадалось, а крепло год от года. Я бы хотел видеть новый Казахстан глазами сегодняшнего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, потому что я верю ему. Я верю в него. И я вижу, каким Казахстан. Чтобы он не был похож на вчерашний Казахстан. Вот старшее депортированное поколение, да, они все время настраивали на то, чтобы всегда, вечно быть благодарным великой земле Абая.